Витаю всех, друзья! Сегодня 8 мая 2026 года, 18 часов, скажем так, по Берлину и 19 часов, соответственно, по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Стрим у нас, как обычно, идет на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. С вами я, соответственно, Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, будьте осторожны, не пишите комментарии, которые могут вас как-то идентифицировать, и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные присоединяйтесь. Давайте проведем плодотворно сегодня наш сегодняшний стрим. Свой сегодняшний стрим я назвал «Оборотень ФСБ в полиции Гамбурга». Вопросительный знак. Дроны ударили по Грозному и Русне. Давайте, это другая тема, об этом и многом другом давайте поговорим. Вначале я бы хотел вас ознакомить с ситуацией, которая сейчас происходит в Ичкерии. Так, сегодня, 8 мая 2026 года, ночью и утром, украинские дроны, вероятно, ударили по нескольким объектам в России и по объектам Чеченской Республики Ичкерия, оккупированной Ичкерии. Основные подтвержденные попадания в городе Грозном по нефтеперерабатывающим заводам на Русне. Российские власти, Министерство Российской Федерации и губернаторы говорят в основном об успешном отражении сотни сбитых БПЛА за ночь. По Грозному и по Чечении. Район Ханкалы, пригород Грозного, бывший Грозный, ныне оккупированный город Джохар. Прямой удар по военной базе, штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, военная часть 27777, одна из крупнейших баз Южного округа. Центр города Джохар, бывший Грозный. У нового железнодорожного вокзала, взрыв рядом с вокзалом, от 120 до 500 метров от зданий УФСБ по Чечении. Дрон шел примерно именно в сторону ФСБ, сообщают средства, но не долетел. Знаменская нам сообщает, что было попадание по зданию УФСБ в Знаменском, Чолгюрт. Но канал, который это публиковал, называется НИСО, который у меня не вызывает ни малейшего доверия. Точнее, абсолютное недоверие. Да? Но так, в Чечении есть пострадавшие жители от обломков, но официально оккупационные власти говорят только, что атаку отбили. Есть данные о том, что есть пострадавшие, это местные жители, об этом пишут российские СМИ, и якобы независимый Кавказ Реалии, который абсолютно античеченскую, очень часто ведет пропаганду. Очень часто, сейчас в последнее время я его не читаю, но раньше просто махровый античеченский был этот Кавказ Реалии. Хотя там работают, говорят, чеченцы, к сожалению. Ссылаясь на очевидцев и местные источники. Пострадавшие от обломков дронов, взрывной волны и падения осколков в центре Джохара, бывший Грозный, и в пригородах. Точное количество и тяжесть ранений не называют. Хотя была информация о том, что не сильно ранены. Жизни им ничего не угрожает. И дай бог, чтобы так и произошло. Так, некоторые каналы, в том числе украинские, пишут о 2 погибших и 34 пострадавших после попадания в военную базу в Ханкале.
я полагаю, что могло быть погибших больше, если речь идет о попадании в Ханкали, потому что там большая концентрация вот этих оккупационных банд-формирований, которые у нас там находятся. Основной удар по Ханкале, по 42-й дивизии, база 42-й дивизии, там могли быть военные, но данных нет, все пока засекречено. Я смогу завтра сказать, есть пострадавшие или нет. Сегодня я тоже пока не готов ответить. Центр Джохара, бывший Грозный, возле железнодорожного вокзала и у ФСБ. Обломки падали в жилых кварталах. Ну и информация, что Знаменское у ФСБ попали тоже. Не знаю, не верю этому. НИСО, фотографии там какие-то есть, я просто не знаю, где там ФСБ находится, в отличие от Ачой Мартана, который я очень хорошо знаю. Ну что сказать, слава Украине, слава ЗСУ. Я призываю украинскую сторону, украинских военных, прошу быть очень-очень аккуратными. Вы бьете фактически по тюрьме, в котором находятся люди, которые с вами одной крови, одних взглядов и одной души. Как будто вы, представьте, вы бьете там по Донецку, по Крыму оккупированным. Вот представьте, что когда вы бьете так, мы в еще худшем даже положении находимся. Там-то они как бы свои и без боя вошли, большая часть. Мы потеряли четверть своего народа, чтобы не входить в эту фашистскую русню, но пока оккупированы. Поэтому я прошу быть очень-очень кратно просто осторожными. Пожалуйста. Ну а так, конечно же, это уже видно, что пристреливаются. И будем, я думаю, что будут еще удары, пока пристреливаются. Так, дальше. Удары были нанесены по Русне. Удар в Перми по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл», Пермнефтеоргсинтез, промплощадка. Это уже 4-й удар по пермской нефти за последнее время. Атака НПЗ «Енос», один из крупнейших РФ, масштабный пожар, видно по всему городу. Ростов-на-Дону, удар по промышленным и агропромышленным объектам ЗАО Ростов-Агропромзапчасть и окрестности. Сообщается о прилетах ночью. Другие регионы. Министерство обороны фашистской России заявляют о сбитых дронах над более 20 областями, включая Москву, Белгород, Курск и так далее. Но подтвержденных попаданий и пожаров там пока не фиксируют. В основном отбили, в кавычках. Может и не стреляли туда украинцы, просто эти нужно сказать, что они отбили. Это часть самой массовой атаки ВСУ за последние дни после так называемого перемирия, которое фашистская Россия вероломно, подло, цинично нарушила, ударив по детскому садику в Украине. Вот как работают фашисты, да. Вот кто они такие. Так что вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Сейчас я тут посмотрю. Ну, в принципе, вся информация по поводу этих обстрелов. Слава Украине еще раз. Так. Я смотрю, самые мои верные зрители — это российские тролли, которые первыми отписываются, первыми заходят ко мне. Ну, мазохисты, нравится вам получать по щам, да? Заходите, гости дорогие, будем вам раздавать по щам. Когда я что-то с названием ФСБ пишу в начале своего стрима, обязательно они мне начинают сносить мой стрим в YouTube.
аномально просто низко сразу просмотров бывает, все, они сразу, что-то они там предпринимают. Картавый, говорит. Да вроде они картавы. Илюшенька, ты что делал? Ну ладно, вы меня не отвлекайте. Я, короче, буду работать. Да. Так. Как мы знаем, перемирие фашистская Россия нарушила, ударив по детскому садику в Украине. А Зеленский предлагал 6-го, по-моему, прекратить и до 9-го включительно, хотя 3 дня, 4 дня пытался Зеленский выиграть для людей, которые каждый день гибнут, в том числе и для российских вот этих штурмовиков. У меня язык не поворачивается штурмовиками называть. В моем представлении штурмовик это какой-то там здоровый, крепкий, молодой мужчина, который там обучен, умеет стрелять со всех поз, со всех оружий и так далее. А здесь ты смотришь, ну мы сейчас видим такая, да, трансляционная война сейчас идет, мы видим практически в прямом эфире, как украинцы уничтожают зло на земле, на своей земле, которое к ним туда пришло. И ну просто невероятно, просто на это смотришь, ну все просто бомжатины какие-то, бомжи. Да, я понимаю, они там много там находятся, там грязные, уставшие и так далее. Но ни зубов нету, какие дедушки какие-то непонятные. И я не могу одного понять, почему они не сдаются. Вот когда дрон на них летит, я не понимаю, почему руки не поднимают, почему они дают себя вот так убивать. Вот до чего нужно довести людей, чтобы идти обратно бояться этого плена, хотя огромное количество сдается все-таки. Стреляют в себя. Просто невероятно. Блин, я думал о россиянах на самом деле немного лучше. Просто так за эти деньги, которые им платят. Просто каждый день 1000, 1200 убитыми, ранеными. Каждый день. Ну как так можно? Просто скотина не пошла бы. Баран, просто обычный баран не пошел бы после того, что уже 4 года их вот так посылают. Ужас просто. Ужас. Ужас. Мне жалко людей, которые туда попадают насильно. Добровольно, кто идет, ну, это его выбор. А вот кто идет, и в том числе чеченцев туда посылают, вот это, конечно, ужас. Вот такие вот дела, друзья. Короче говоря, война в Украине, она стала, ну, современной войной. Такой войны еще история не видела. Знаете, сейчас слушал перехват российских военных, и ему говорит, найди себе бронежилет, найди себе каску и найди автомат. Аптечка есть, он говорит, и аптечка в блиндаже, там, видимо, у него все сгорело. Остался автомат сломан, ничего нет, ничего нет, он идет, ищет теперь оружие. Я просто удивляюсь этих людей, да. Но могу сказать, что все возвращается. Когда мы сидели в подвалах, и по нам бомбили самолеты, артиллерия, у нас ничего не было ответить. Самое большое, самое мощное оружие, это был РПГ, ручной гранатомет. Это все, что было. 70 минут. Патроны заканчивались, по каждому патрону передавали друг другу, и все добывали в бою. А эти собирают с трупов. Ну, вообще безоружными, ну вообще, просто я не понимаю, да, первая армия в мире, да. Вот это да. Я знаю одно, что украинцы за всех своих предков отомстили. За всех, за все. И за Голодомор, и за все, что с ними вот эта империя делала на протяжении веков. Украинцы, вот сегодняшние украинцы, они отомстили. Мстят.
И недолго осталось фашистской России держаться вот в этом состоянии. Сейчас начали поговаривать о том, что будет скоро смещение Путина и так далее. Я полагаю, это либо пытаются выявить недовольных Путиным, либо реально могут заменить Путина, ну, уже, знаете, как будто это какой-то госпереворот, там наверху, там перевернут, поставят какого-то сейчас. Про Шойгу говорят. Шойгу это один в один Путин. Шойгу это тот, который занимался прикрытием взрывов домов в 99 году. Тогда он МЧС возглавлял и непосредственно сам присутствовал на месте взрыва, и они улики скрывали. Это кровью повязанные, просто навеки вечные. Да, это такой же КГБшник, как и Путин. И с ним из патрушь кровью. Единственный, кто реально может противостоять вот этой ФСБшной клике, своре палачей, это российские военные, которые лучше пойдут гимнами украинцев, чем на своего царя-батюшку попрут. Вот необъяснимо это для меня. Просто необъяснимо. Я не понимаю, как можно вот так, видя уже сколько раз вас, все сдает Путин, все и военных уже сдал, все интересы России сдал, все, ему главное не остановиться. Если он остановится, эти военные вернутся, и они будут без дела. А если они будут без дела, они могут пойти на Кремль, они вооруженные, опасные. И сейчас вот какого-то испанец, да, по-моему, испаньола, там была бригада какая-то, бандформирования, его уничтожили. И есть основания считать, что это не украинцы сделали, а сделали эти, хотя те такие головорезы были российские. Поэтому, скорее всего, какую-то рокировку, если очень все будет нагнетаться, все будет очень страшно, когда военные уже какие-нибудь там, да, военных они боятся, это правда. Очень сильно ФСБшники, если военные знали, как их ФСБшники боятся, и если они бы там вообще от гордости, наверное, умерли бы. А так, если пойдут, например, на какую-нибудь там организацию мятежа, переворота и так далее, сразу заменят Путина на какого-нибудь Шойгу, Мойгу, там какого-нибудь. Ну, Шойгу, что менять Шойгу? То же самое. Если ФСБшник остается у власти, даже если он из военных, среди военных тоже есть ФСБшник, потому что вот Абдиалаудинов тоже из ФСБшных, да? Он там в Чечне зачистил всех, кто был против Путина, против ФСБ. Ну, короче говоря, такая вот интересная сейчас картина складывается. Сейчас очень сильно они боятся, что будет какой-то переворот. А военные не идут, наверное, еще и потому, что тут на Западе они не могут найти поддержку. На Западе, как бы ни говорили, что бы ни говорили, Путина всячески пытаются сохранить. Я не знаю, что это за сила, я не знаю, для чего это делается. Но есть какая-то сила, начиная от Навального, как они его поддерживали, и так далее, и так далее. Говорят, Навального убили, там туда-сюда. И я думаю, что его, скорее всего, не убили. Скорее всего, Навальный, как говорил Саша Сотник, от передозировки умер. Но потом нужно показать, что вот Путин плохой, вот он против Навального, это был не проект администрации президента Путина, Навальный, и его якобы Путин убил, как бы повесили на него, чтобы таким образом сделать для Путина такое, так сказать, алиби. А на самом деле это все делается, вот я вижу, что пытаются сохранить Путина. Может, какая-то такая хитрая игра, я не знаю. Не могу объяснить. Но то, что есть силы, которые пытаются удержать, тот же, например, Пригожин, тоже ФСБшник был, он обманул всех военных. Ой, на Шойгу пойду, Шойгу там, дед старый там, с намеками как бы на Путина, ну, речь о Шойгу, и пошел в Ростов просить патроны. Вместо того, чтобы сказать, куда воевать идем, мы вон об стену бьемся, сколько людей положили. Давайте договариваться, давайте оставлять чужое. И он, видите, как американцы, когда народ есть, понимаете, какая-то группа наверху захотела устроить хаос во всем мире, понимаете, чтобы в мутной воде ловить рыбку. Народ встал, начальник, глава антитеррористического комитета, Национального антитеррористического комитета, разведки, да, как точно не помню, как называется, Джо Кент,
ушел с должности. Не просто ушел, а начал активно выступать. И поднял все просто, все военное свое, вот это силовое сословие подняли. Все спецслужбы, все ветераны военные, все поддерживают Джо Кента. И все, не может Трамп, сам Трамп ведь своего Бейрона не пошлет же туда воевать. Понимаете? И сам вместе с Натаньяху туда не пойдет. Понимаете? И все, война остановилась. Американцы это вот нация, вот сила. А россияне, да, ну, царь-батюшка сказал, царь-батюшка. Просто необъяснимо просто. 4 года биться об стену, разбивать в лоб, в кровь в лоб, и все равно вот стоять там, что чушь. Надо посмотреть на российские каналы, вот эти Соловьевы, эти вся вот это. Просто противно смотреть, слушать, что они несут. Одно и то же, днем и ночью. Потом какую-то Боню вывели, такой, знаете, для детей разводы уже, всем пора научиться. Какая-то Боня вылезла, там что-то сказала, потом ее обозвал там женщина с низкой социальной ответственностью, еще что-то, еще что-то. И в итоге помирились и так далее. Но зато несколько дней такая вот, вывели ее на федеральный уровень, там несколько дней говорили об этом. Причем на Западе это все поддерживается. Понимаете? И когда ты эту всю картину видишь и сам занимаешься вот этой публичной общественной деятельностью, понимаешь, как они умеют игнорировать, как они умеют маргинализировать, как они умеют дискредитировать, не называть даже твоего имени. Понимаете? И тогда ты понимаешь, что это все спектакль. За все это время на Западе вот, меня никто не упоминает, не говорит. Меня объявляют террористом, экстремистом, всем, кем только возможно. Против моей семьи работают. Внедряют, скорее всего, я так полагаю, в германскую, в гамбургскую полицию своих людей, чтобы там следить за мной, еще что-то делать, пакостить, дискредитировать, фабриковать против меня дела. Но не произносят нигде имя. Ни там, ни на Западе. Представьте себе, так, ты смотришь, когда этот спектакль ты видишь, ты думаешь, ничего ж себе. Это тут, как это так получается? Невероятно. Невероятно, да? Невероятно, да? Но нам, в принципе, достаточно того, что здесь есть закон и свобода слова. Ну и, конечно же, наш великолепный YouTube и TikTok, чтобы мы могли доносить информацию до людей. Этого нам достаточно, Деон. Как-то так, Деон. Так, нам пожаловали российская шушера разная. Сейчас. Мы заблокируем эту пустоту. Как-то так, друзья. Кстати говоря, сегодня очень сильно обсуждаются бой, который на UFC должен произойти между Соединенными Штатами и фашистской Россией. Я не понимаю, почему Соединенные Штаты, мир запрещают российским спортсменам выступать на Олимпиадах, а в Америку приглашают и выступают просто предатели чеченского народа. И вот каким-то вот образом выводят человека, и вот они там чушь несут. Единственное, я могу сказать Стрикланду, да, это, я думаю, мы ему придумаем какую-нибудь грамоту, как правозащитнику, за то, что он рубит правду про своего соперника. И знаете, вот все это время, вот сколько времени я трачу на то, чтобы нас не называли террористами, нас не дискредитировали, и при всем при этом они всячески пытаются меня изолировать, чтобы информация не расходилась, чтобы нас не было слышно, наш голос.
наши голоса. А тут выходит какой-то чувак и начинает говорить, что он террорист. Представьте себе, сам себя называет. В прошлый раз террористом хотел бы стать. Я думаю, была заготовочка такая. Сегодня ему задают вопрос: ты террорист? Сюда. И вот таким вот образом мы тут тратим время, жизни, стараемся очистить наше имя. Эти люди зарабатывают деньги, объявляют на весь мир нас террористами, называют себя террористами. Это и есть российские террористы, которые за 2 копейки продались. Но то, что Стрикланд ему говорит, где никогда бы, я лучше голодать буду, я буду в фургоне жить, говорит Стрикланд. Но я никогда не продамся. Доком дати, тюнгадол, кира докцахилардец. Изам унасагу. Клянусь, ему надо ему дать какую-нибудь от нас мощную такую грамоту, да, как мощному правозащитнику, да. Мадер дамейлер, мадер. Я деньги пришел зарабатывать, может. А что дать? Ну да, он будет деньги зарабатывать. Тогда никого винить мы не можем, да. Женщин с низкой социальной ответственностью мы тоже тогда винить не можем, да. Они что, просто деньги зарабатывают. Некоторым надо детей маленьких кормить, да. Поэтому теперь главное деньги. Теперь главное деньги, да. Но там что-то нечисто, Дион. Если деньги превыше всего. Если деньги превыше всего. Так, давайте посмотрим, что вы мне тут пишете. Так, Саваш. Так. По ящику РФ говорят, что Украина нарушила. Ну, они-то говорят, но мы-то знаем. Мы все видели, как они по детскому садику ударили. И не только по детскому садику. Так. Ты кто, говорит Митяй? Я царь России, Митяй. Вам повезло, Дион. У вас будет настоящий от первой цивилизации, от шумеров еще идущей цивилизации, от хуритов, урарту. У вас настоящий, не говорите шариков, а родословное будет у вас, как и положено царю быть. Так что все нормально. Русские не сдаются, говорит. Ну ладно, эти сказки русские не сдаются. Да. Сдаются еще как сдаются. Особенно если глупо, я не понимаю, просто зачем не сдаваться, просто когда на тебя летит дрон, когда к тебе командир относится как к скотине. Я просто не понимаю. Если ты вообще кусок мяса, ты никто просто. Ты идешь и просто убивают тебя. Это невероятно. Просто чувство собственного достоинства должно быть у людей просто. Его просто нету. И такого количества, уже сколько их убили. Я не знаю, так низко опуститься. Позорище просто. Привет, как ты относишься к Джохару Дудаеву? К Джохару Дудаеву я отношусь, конечно же, хорошо. Это наш лидер, герой, первый президент, который отдал свою жизнь, в отличие от русских, от россиян. Скажите, сколько ваших президентов, сколько ваших царей
сколько ваших там погибло, даже депутатов, сражаясь в какой-нибудь войне. М? Может, кто-то случайно где-то там попался, где-то погиб. А так ни одного президента, ни одного царя, ни одного высокопоставленного политика не погибло. А у нас 5 президентов полегло. И так всю нашу историю. Вот кто не сдается, так это чеченцы не сдаются. Понимаете? Чеченцы не сдаются. Единственный, кто у нас сдался, это имам Шамиль. И за это мы его до сих пор ругаем. Ну, когда он был обычным имамом, да, когда он был обычным человеком, когда был, его свои же выгнали, чуть не убили. Он первый указ издал любого аварца или дагестанца, который окажется на территории Чеченской Республики, немедленно, полностью оштрафовать, все забрать и выкинуть с территории Чечни. Первый указ, который имам Шамиль издал. И потом он сдался в плен после 25 лет войны, когда от 2 миллионов чеченцев, ну не за 25 лет от 2 миллионов погибло, но погибло 94%, осталось 120 тысяч человек, 6% сохранилось. Уже все, женщины, дети там и так далее. И вот в это время он пошел, сдался. Ну, мы, конечно, признаем, это наш амир, наш лидер, мы его сделали таким. Его ни аварцы не сделали, ни другие народы Дагестана не сделали. Мы, чеченцы, сделали его. Невероятной ценой, невероятнейшей ценой. Сделали тем, кем... И как только Чечня перестала уже сражаться, устала, он сразу поехал в Дагестан и сдался. Никто его там не окружал, ничего не было, договорился, пошел, сдался, на мой взгляд. И теперь он герой, оказывается. Представьте себе, герой. В Украине его показывают, Зеленский сзади повесил табличку. Наверное, Зеленский не понимает, что он делает, его конкретно подставили. Понимаете? То есть Зеленский стоит на фоне ни Джохара Дудаева, ни имама Шамиля, который был реально лидером всего Кавказа, объединил весь Кавказ. Был человеком, который единственный, кто сдался из лидеров. Зеленский стоит на его фоне. Это что за подстава такая? То есть Зеленский доведет украинцев до 6%, а потом через 25 лет сдастся, что ли? Это намек на это, что ли? Это что это за подстава такая Зеленскому здесь, если он не в курсе? А теперь герои все там, о, имам Шамиль, имам Шамиль. Это наш имам Шамиль. Мы его сделали. Этнический аварец, да, ничего не отрицаем. У нас национализма вообще близко нет. Если он был бы, ни украинцы не сделали бы еврея президентом, ни мы, чеченцы, не назначили бы имама Шамиля военным, кстати. Он был военным амиром. Политический центр у нас находился на на нашей горе. И оттуда принимались политические и религиозные решения. Но имама Шамиля это не устраивало. Он хотел полную власть, когда укрепился, долго сидел. И он послал туда чеченцев, своих подчиненных, и которые там убили людей, уничтожили там много чего. Большой этот котел уничтожили, тептеры, то есть архивные все документы уничтожили, ну и много чего они сделали. То есть разрушили. Мы типа мусульмане самые чистые и честные. И вот надо это все убрать, потому что это нечистые мусульмане. Вот как сейчас нам вели ваххабизм какой-то там туда-сюда и начали, ты нечистый мусульманин, ты полумусульманин, ты кафир, мафир, там, кефир, молоко, йогурт, сгущенка. Понимаете? И теперь все приписываются к имаму Шамилю, герой. Мы считаем, да, это историческая личность, талантливая личность. Не был бы талантливым, мы бы его не избрали бы, наверное. Несколькими языками владел, имел связи, тесные связи с турецкой империей, которая нам не помогала, а использовала нас по большей части. И в итоге пошел, сдался в плен. И теперь он для всех герой. Он завещал не чеченцам, а дагестанцам сказал, не воюйте против русских. Чеченцам у него не хватило наглости сказать, чтобы не сопротивлялись. Но история осталась. История осталась навсегда. Как-то так.
шейх Мансур объединил Кавказ. Да, совершенно верно, шейх Мансур объединил Кавказ. Его поставили, говорит. Его, да, его поставили, Ази. Он бежал из Дагестана, получил, у него сын на спине, как рассказывают, сидел, он перепрыгивал речку, показывают, что он там какой-то прыжок сделал, там больше, чем олимпийский чемпион. Но, короче говоря, когда он уходил, и его сына, и его в спину еще бросали или ранили его, там, ударили или кинули кинжал, и ранение еще получили. И он ушел оттуда. Пришел, чеченцы приняли, вылечили, накормили, напоили, поставили. И он издал вот такой вот указ. Первый его указ. Понимаете? Как так? Турки ничем не помогали, говорит. Инсайд. Турки не то чтобы ничем не помогали. В определенной степени турки помогали. Но они помогали не для того, чтобы мы окрепли, стали сильнее и победили Россию. А для того, чтобы мы просто воевали против России, помогали. Понимаешь, о чем я говорю? Просто чтобы не побеждали, а воевали. Чтобы Россия дольше уставала, выдыхалась, теряла людей. И чтобы Турецкой империи было немножко попроще. Потому что Турецкая империя с Русской империей очень много раз воевали между собой. И часто они делали это при помощи нас, кавказцев. Потому что так удобнее своих людей. Не теряешь. Например, когда я сейчас не помню, в каком городе это было, забыл город, но где-то там турецкая ставка была на Кавказе где-то, на Каспийском или на Черном море, по-моему. И туда поехали имам Шамиль, шейх Мансур, по-моему, обращался еще тогда. Я могу еще путать сейчас, но кто-то из того времени поехал, и турки сказали, нет, мы не будем воевать. И вот они там потусились и потусили, и так и вместе не стали они воевать. Да? Потому что у них свои договоренности, это империи. Они малочисленные народы просто используют. Нас использовали под видом религии. Под видом религии. Там вот мусульмане, там все такое, братья и так далее. Но у нас кровь течет, а у других победы даем. Многих чеченцы приехали в Азербайджан. Да, совершенно верно, Гази. Чеченцев очень много принял Азербайджан первое время, особенно когда был до Алиева президент. И после Алиева, конечно, Алиев и выдавал чеченцев в России, как и Михаил Саакашвили выдал, которых сразу же убили, кого он выдал. Но нужно признать, что и грузинский народ, и азербайджанский народ очень много сделали для чеченцев. Очень много грузин приняло чеченцев. Я говорю часто про азербайджанцев, просто у грузин по умолчанию просто. Мы очень много грузины, и хорошо, да, есть, конечно, и плохое отношение, и есть у них на это даже причины и определенной степени. Но так, по большей части, грузины нам очень помогали. Нам помогали и другие народы, но грузины просто по умолчанию говорить даже не стоит. Это уже так и есть, так и было. Так, а ты сам в армии срочно служил? Нет, я не служил. Я учился, когда в университете. Мне предложили пройти военную кафедру. Я сказал, что я в оккупационной армии служить не буду. И написал бумагу на эту тему. Все, меня не прошел ни кафедру военную и не служил. Но в первую русско-чеченскую войну мне довелось быть свидетелем событий, самых жарких дней в центре Грозного. И не только в Грозном, тогда еще в городе Грозном, 95-й год, январь месяц. Ну, полностью пока Грозное, центр Грозного, там, за Сунджу пока мы не ушли, не отошли. Он был там. Так, ты точно сидел в подвале и прятался, у тебя на лице написано. Ну, я бы не сказал, что я особо так прятался, да. Сейчас бы я больше прятался, чем тогда. Тогда мне было 17 лет, и мне казалось, я бессмертный.
Честное слово, я думал, я бессмертный. Я думал, мир остановится, если я умру. Честное слово, думал. Я думал, как после этого мир будет существовать, если меня в этом мире не будет. И самое главное, не умер, хотя поводов было очень даже много. Когда кончится это долбение в войне? Я думаю, война еще и в этом году продлится. Ну, хотя я очень надеюсь, что в этом году она закончится. Хотя, не знаю я, ситуация такая. Знаете, здесь слишком много акторов, которые заинтересованы в разном исходе всех этих событий. Посмотрим. Дудаев, гордость Кавказа. Спасибо, Байрам, спасибо. Совершенно верно. Так, вы мусульманин? Конечно, иншаллах, я мусульманин. А что такое? Так, вот у нас. Шамиль Басаев был достойный мужчина. Да, мужики на лесоповале лес валят, Кази, а мужчина будет, точнее. И да, Дудаев точно так же, да, совершенно верно. Салам алейкум, ва алейкум салам. Так. Так, давайте перемотаю здесь в YouTube, сколько я смотрю. Алейкум салам, да, вот. Помнишь, ребят из УНСО? Конечно, помню. Я лично видел Сашко Белого. Земля будет ему пухом. Это было в районе Черноречья, Заводского района, около реки Сунжа. Они там занимали позицию. Мы тогда побежали смотреть на него. Там украинцы приехали. Для нас это такая диковина была. А он там ходил такой деловой. Походка такая была. Плечи. Да, помню, конечно. Некоторые погибли они. Но в основном их было несколько десятков человек. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Была женщина среди них. Беркут был такой парень. И он погиб. Сашко, я Беркута не видел. Я видел Сашко Белого. Хотя он не намного был старше меня. Ну, может, лет на 10, может, на 7, может быть, старше меня был. И я просто удивляюсь, насколько эти люди тогда понимали ситуацию, политическую ситуацию. Мне после этого лет 20 и войну увидеть, и все это увидеть пришлось, чтобы осознать, что эти люди, какую идею они несли. А он молодой парень, он там с ним были еще моложе его были парни, наверное, ну для меня они старше были. Вот как-то так, да. Их потом русские дали указ их убить любой ценой, там какие-то деньги за них объявили. То, короче, нужно было хоть одного украинца убить. И мой друг, он здесь, в Европе, он их перевозил, там, Дудаев сказал им, короче, уйти с фронта, потому что на них охота была объявлена, и нужно было их сохранить, чтобы русские не посчитали, что они результат сделали по этому поводу. И их какое-то время заставляли, где-то вывозили и держали их, чтобы они на войну не шли. И вот мой друг об этом рассказывал. И потом их вывезли, уехали они. То сказали им, уезжайте, короче, ребята. Да, Сашко Белый, конечно, был молодец, легенда.
легенда. Он был награжден высшей наградой, и там еще были награжденные. Но они очень результативно повоевали, когда они успели повоевать, пока их не вывел Дудаев оттуда. Видел, помню и видел. Лично я в 94-м через Тольяттинский район на лошадях перевозил раненых, азербайджанские госпиталя перевозил. Это были настоящие чеченцы. Фаик, спасибо тебе большое. Низкий тебе поклон. Ассаламу алейкум. Спасибо за все, что вы для нас сделали, друзья. То, что вы делали, оно никогда не забудется. Ни нами, ни Богом. Вы увидите это. Ничего. Вроде бы небольшое дело, да, ну, перевозить это большое дело, но я имею в виду там где-то приютить, где-то перебинтовать, дать там хлеба кусок. Но это было бесценно. И сегодня, и меня вы не перевозили, меня вы не кормили, не принимали, сегодня я вам благодарен. И также чеченский народ вам благодарен за то, что вы для наших людей делали. Огромная вам благодарность. Так и должно быть. Мы братья, мы на Кавказе, мы все кавказцы братья, грузины, азербайджанцы, все мы братья, вне зависимости от нашей национальности, армяне наши братья, которые не за Россию. И я очень рад, что война между Азербайджаном и Арменией остановилась, и я надеюсь, что она не возобновится. Я надеюсь, что вы, два народа, мы на Кавказе должны постараться не дать нас использовать в новых войнах, в новых провокациях. Земли хватит на всех. Имам Шамиль Азербайджан тоже родной человек, так что не надо про него. Но, может, он и для вас родной, он в Турции герой у них целый, да? И я к турецкому народу отношусь с большим уважением. Но я вынужден сказать правду. Вы извините, мы про своего говорим, мы не про вашего говорим. Понимаете? Мы про своего. Может, по крови он вам может и близок, но это наш человек. Понимаете? И мы его вам отдавать просто так не намерены. Мы столько положили под его руководством своих людей. Ну, сражаясь, мы бы так сражались бы. Но вот, что было, то было, так сказать. Да? Поэтому, друзья, давайте вы не будете слишком сильно нас критиковать за то, что мы своего лидера ругаем. Это как, знаете, если сейчас Зеленский сдастся в плен, и украинцы начнут его ругать, а приедут евреи или с России, или с Израиля, и будут говорить: нет, ты его не ругай, он наш. Нет, извините. Под его руководством сражаются и выбирают украинцы, и он их. И он должен перед ними быть в первую очередь ответственным. Как-то так. У меня друзья там у вас воевали. Я знаю, там воевали. Азербайджанцы воевали, турки воевали. Было такое. Немного были, знаю. Вы знаете, что где-то похоронено кладбище азербайджанцы? Не знаю, Пази, не знаю. Так, Грузия в свое время добровольно. Так, ладно. Братство очень большое. Знаю многие ваших ребят, которые воюют в Украине. Да, очень много воюет украинцев, чеченцев в Украине, да, это правда. Там не все однозначно у нас. Там много российской агентуры в руководстве, да, и немножко не так, как хотелось бы, да. Если бы у руководстве Украины были бы настоящие патриоты, они бы с настоящими чеченцами имели бы дело. А разные подоляки, Будановы, эти люди себя ведут, ну, они общаются с представителями Кремля, проводников интересов Кремля в лице Ахмеда Закаева, я имею в виду, в первую очередь.
Вот с этими людьми имеют. Это большая проблема, большая. Был Олег Челнов, доброволец из ИНА, он погиб в районе Минутка. Макс. Да, возможно, Макс, я не знаю. Беркут Бога Матери, Олег. Ну, Челнов, по-моему, это русская фамилия, русская Челнов. Ну, там просто украинец, неважно. Сейчас в Украине воюют русские, которые свободные. Вот их я тоже уважаю. Как любого украинца, который воюет за свободу. Нету национальности, нету религии. Есть свободный или раб. Вот что есть. Понимаете? Это все деление. Изначально система в мире была создана таким образом, что мы были свободными людьми, свободное общество. Человек не подчинял себе человека, не делал себе раба из человека. Потом уже появилось рабство, диктатура и так далее. Шумерская цивилизация, урартско-хуритская цивилизация. Эти цивилизации, которые шли от Бога и были демократическими обществами. Демократическими обществами. Нет, он украинец, я знал его. Окей. Валейкум Абубакар Машвой. Привет, коммунист. Коммунист. Ну, можете человек нормальный назвать коммунистом. Да? А ты свободный? Абсолютно. Абсолютно, Андрей Лавров. У меня много, может быть, претензий ко всему, что здесь в Германии есть, хотя их немного на самом деле. Но я могу сказать, одно есть достоинство, даже если было бы больше у меня проблем и претензий к Германии, там, здешней жизни, которая для меня на самом деле другая, да, хоть и я уже привык к ней. Здесь есть свобода, свобода слова есть. Вот за все это время ко мне не подошел ни один человек и не сказал прекрати деятельность. Это сейчас отношения России и Германии испортились. А 10 лет назад, когда я сюда приехал, да, были там на митинге, нельзя было плакат «Путин террорист» поднимать, там все такое. Но лично мне, вот я уже 7 лет веду стримы, ни один, ради моей безопасности полицейские меня просили, будьте осторожны, и все. Поэтому я свободный человек, и я могу свидетельствовать, что Германия – это свободная страна. Демократическая, правовая, свободная страна. Абсолютно. Это я могу свидетельствовать. Хотя я критикую Германию, когда нужно, когда я считаю, что есть основания. И буду критиковать. И Ичкерию буду критиковать. И Украину буду критиковать. И Азербайджан буду критиковать. Народы нет. Народы не бывают плохими. В народах бывают хорошие, плохие люди. За это меня все не любят. Я Сивы из Унаунсо. Не слышал. Не слышал, Андрей Пастушенко. Ну, отлично. Очень приятно познакомиться. Заходите к нам почаще. Страшно в Москве, бомбят. Да, страшно Москва. Завтра, я надеюсь, будут интересные кадры с Москвы. Но я думаю, знаете, они сейчас по Москве ударим, по Москве ударим. Они могут сейчас по другим местам, украинцы могут по другим местам ударить. Как бы Москва. Слишком много говорят, слишком подозрительно много говорят, что могут ударить не по Москве, а по другим местам. Но если не будут бить по Москве, то неинтересно вообще. Столько разговоров, столько понтов, и раз, и не бьют. Не. Все-таки по военным Москвы, по законным целям, все-таки завтра нужно будет что-то сделать. Да. Но я ни к чему не призываю, да. Хотя я и так уже террорист на России объявлен. Так что ничего страшного, да. Получив боевой опыт в Украине, чеченские герои, кто воюет на стороне Украины, где-то 4-5 батальонов, так вот они войдут в Ичкерию освобождать свой народ от путинского халуя Кадырова. Абубакар, я удивляюсь вот с таких вещей, когда вы пишете.
вы, как говорите, как будто вы российская оппозиция. Вы россияне, только вы против Кадырова. ГРУ против Кадырова, ФСБ против Кадырова. Там в Украине некоторые, там мы вот Кадыров скоро придем. Почему так нужно чеченский народ, ну, чеченский народ не получится, но себя до уровня марионетки опускать? Почему не сказать, вот Путина мы свергнем? Почему не сказать Патрушева мы свергнем? Я не понимаю, зачем вы так делаете? Вы не можете этого не понимать. А с духоздийцами мы много раз об этом говорили. Кадыров, Кадыров, Кадыров. Кто такой Кадыров? Вы когда-нибудь слышали, чтобы Зеленский, украинские воины говорили: Пушилин, мы тебя свергнем? Или Аксенов, мы скоро придем? Вы когда-нибудь слышали от них от этого? Вы нашу борьбу, весь наш чеченский народ, который гордится, надеется на тех, кто в Украине сейчас сражается и формируются в батальоны, в отряды, набирается опыта, вы их сводите до уровня какой-то российской марионетки. Так этих марионеток у этих россиян полно просто. А вы просто их место хотите занять, что ли? Почему путинскую халуя говорите? Нет. Нужно против России, если вы говорите, если вы реально против боретесь. А так, ГРУ обычно очень недовольна Кадыровым. Он их везде, им краники перекрыл, все финансовые потоки, и там в случае чего их убивает, сажает, что угодно делает. Он мэра Аргуна он также убил, тоже головорез еще тот был. Я не знаю, почему вы так делаете. Стоит один там в Украине флаг, вот этот российско-кадыровский, российско-ФСБшный этот, насильно данный чеченцам сжигает. А почему не сжечь российский флаг? Почему вы так себя ведете? Вы не можете этого не понимать. Мы уже один раз сказали, два раза сказали, уже 7 лет уже говорим об этом. 7 лет твердим, рассказываем. Вы одно и то же. Вот мы придем. Получается, вы хотите собраться там, симулякр Закаев, который является абсолютным проводником чеченской, античеченской линии, проводником кремлевской линии, вместе с ним прийти и занять место Кадырова. Только это будет не ФСБ, обычно как россияне делают. Например, в Ингушетии, как вы заметили, Аушев был военный, потом Зязиков, да, потом Йоусербек, потом Минорис Калиматов сейчас, ФСБшник. Военный ФСБшник, военный ФСБшник. Фактически уже время подходит заменить ФСБшника Кадырова на какого-нибудь военного. И военные вот эти коллаборанты российские, чеченоговорящие, предатели чеченского народа, которые утопили чеченский народ вместе с русскими в крови, они хотят свергнуть Кадырова. И там, видимо, в Украине там где-то, ну, вот мы против Кадырова и так далее. Ну, вы на весь мир вот эту распространяете информацию и нас представляете внутренней оппозицией, внутрироссийской оппозицией. Понимаете? Зачем вы выбор чеченского народа? Чеченцы в 91 году, когда развалился Советский Союз, сделали выбор еще в 90-м году. Избрали президента, избрали путь на независимость, приняли конституцию. У нас государство. А вы нас какой-то, ну, вы же, ну зачем вы это? Я не понимаю, зачем вы это делаете? Вас не поддержит чеченский народ, понимаете? Таким образом вас не поддержит. Мы здесь есть, и мы народу объясняем, что то, что вы делаете, такие вещи вы говорите, это во вред нам. Я не думаю, что ты в Украине воюешь, Абубакар. Я не думаю. Но вот такие вещи, вот постоянно, вот Тумсо Абдурахманов, у него только Кадыров враг. Кадыров враг. Это ФСБшник. У него там потомственный, да, или ГРУшник, ФСБшник. Я думаю, ФСБшник. Хотя, черт, какая разница, сорта там только разные, да. Как ты относишься к приезжим украинцам? Приезжим украинцам, вот, если ты имеешь в виду в Ичкерию, в Чеченскую республику, я отношусь очень хорошо. Буквально вчера мы разговаривали по поводу украинцев. Во время Голодомора много украинцев приехало и оставляли детей. Ну, тяжелейшая была тогда ситуация.
погибали там, и так далее. И многих чеченцы приютили там. И у нас живут, в Катар-Юрте у нас живут, вот мой родовой населенный пункт, там живут украинцы, которые уже дети, внуки, правнуки, кто-то уже умер. Э, никогда от этих людей не было проблем, чтобы они каким-то образом вот, нарушали чеченский кодекс, чеченскую культуру. Вот, чеченцы нарушают. А вот этих людей нигде не знают. Другие там приезжие, там, кто оказался в нашем обществе, могут нарушать. И это чеченец всегда подчеркнет, да, вот он пришлый. Вот мы вчера буквально с другом, позавчера, по-моему, с другом обсуждали, или вчера, нету факта, чтобы вот украинцы, вот, это говорит о том, что мы до того понимаем друг друга, вот это мировоззрение свободного человека, достойного человека, человека чести, это у нас очень сходится. И когда все вокруг соблюдают, ну, ты не можешь нарушать это. Это тоже, кстати, говорит о чести и благородстве, если ты не нарушаешь закон, кодекс, который все соблюдают, уважают. Поэтому я очень хорошо отношусь к украинцам, которые приезжают. Так. Крепостному Ивану ненавистен свободный дух чеченцев и украинцев. Да, именно так. Московскому адвокату вряд ли будут доверять чеченцы. Гилаев, я, знаешь, московским адвокатам меня уже лишили статуса давно. Давно меня лишили статуса. Но я тебе могу сказать, что вот такому анониму с ником Гилаев точно не буду доверять. А то, что мне доверяют, ты даже не представляешь, как мне доверяют. Вас это все бесит просто, что мне доверяют. Просто какой-то человек сел, открыл, начал говорить правду, столько лжи вы на меня вылили. И все равно, представь себе, доверяют. Понимаешь? Потому что нету ничего, ни разу, ни одной лжи, ни одной подлости. Не только когда сюда приехал. Вся моя жизнь проверена, понимаешь, под микроскопом. И нету ничего, что есть. А то, что там на России в оккупированной миллион, там полмиллиона, 700 тысяч, миллион чеченцев живут, так им тоже не будем доверять, что ли, тогда? Получается так, а будем таким, как ты доверять, которые пришли, ничего не делают, сидят, только болтают в комментариях, дать. Я украинец всем мира. Отлично. Так. Ну и раз у меня сегодня название такое в стриме, я бы хотел бы немножко обратиться к теме оборотень ФРГ в полиции Гамбурга. Дело в том, что, друзья, я получаю некоторые знаки о том, что обо мне информация утекает. Либо телефон мой прослушивают, либо имеют россияне доступ. Например, в школу, мой сын пошел в школу, все, ее быстро вычисляют. Там же агенты российские напротив школы моего сына снимают квартиру. Ну, много таких моментов, деталей, когда есть основания полагать, что, возможно, российские оборотни есть в полиции Гамбурга. И у меня есть основания так считать. Дело в том, что есть один ФСБшник, который, его племянница является, ну, можно сказать, родственница родственника, так скажем, которая всегда мечтала стать полицейским. И вот, он сам ФСБшник, вот этот, ее дядя. И есть все основания полагать, что в немецкой полиции Гамбурга есть оборотень. Сейчас я поднимаю этот вопрос во всех инстанциях, будем выяснять и разбираться с этим вопросом. Как это так получается? Как это так получается, что оборотни, родственники оборотней
брат мамы, это близкий человек, является высокопоставленным офицером ФСБ. Как такое, да? И я думаю, она не одна здесь такая. И такая же ситуация в области психологии состоит. Вот психологи обучают здесь, в Германии, есть специальные курсы для немецких, для жителей Германии, кто говорит на русском языке, для них курсы предлагают по психологии. И таким вот образом одна личность работает в полиции, другая личность общается, то есть психолог это чисто КГБшная тема была в Советском Союзе, и собирает информацию, гипнотизирует, внушает, входит в доверие, добывает информацию, передает. И очень удобно, кстати говоря, знаете, если у вас дядя работает ФСБ, и мы все здесь, в Гамбурге, в основном, это Катариурт и Ачхой-Мартан. Да, есть другие у нас, но в основном это Катариурт и Ачхой-Мартан. Вообще Ачхой-Мартановский район у нас здесь собрался в Гамбурге. И в этом смысле получается, что про любого человека, а ее дядя, он тоже с Катариурта, она тоже с Катариурта, и он владеет информацией. Он вообще, ее дядя, занимается по женщинам. Агентура, вербовка, там, провокации. Для чеченцев женщина это честь, это си. Женский род по-чеченски это си. Си. С-и краткое. Си. А женский род и честь у нас одинаково. Си. Честь это значит. Женщина это честь. И это очень болезненная такая тема, когда ты касаешься женщин. И сейчас вот эти все ублюдки, фашистующие, российские, вывозят наших девушек, убивают их, и потом рассказывают, что какие-то убийства чести и так далее. Короче, большая такая провокация против чести чеченцев идет, против репутации чеченцев, против самое живое, за самое живое пытаются задеть. И вот этот человек, вот этот ФСБшник, он занимается вот этой деятельностью, работает в этом направлении. Это очень такая большая работа ими ведется. И представьте, он может давать любую информацию своей племяннице. И это ценную какую-нибудь информацию про кого-нибудь здесь, в Германии. Представьте, какой-то ценный полицейский кадр здесь будет. Да? Ой, я там позвонила, спросила, мне там сказали. Она же не будет говорить, что ее дядя ФСБшник. И вот у нее информация. Прослушать надо, перевод сделать нужно с чеченского на немецкий. Что еще нужно? Менталитет понять, какие-то оборот речи, слова какие-то понять. Собрать информацию про кого-то. Понимаете? 9 информации даешь честной, кого-то сдаешь. Они так обычно здесь зарабатывают себе очки. Они там раньше ваххабисты были, боролись против ваххабистов, так сказать. Международный исламский терроризмом, они, так сказать, боролись. И немцы боялись, вау, теракт, вау, страшно, туда-сюда. И тут тебе раз выходит какой-нибудь, вот вам информация, вот вам ваххабит, вот вам радикал, вот он хочет теракт сделать, еще что-то сделать. Правда, тот готовит теракт против России, теракт имеется в виду, диверсию, нападение, что-то там. А представляют, что вот против всего мира цивилизационного, демократического, а мы же вместе, мы же все демократы. И таким образом сдают людей. Вот здесь один был Тимур Дугазаев, он рассказывал, что вот он заходит в мечеть, ему 2 минуты нужно поговорить, и он сразу понимает, что перед ним ваххабит. И он идет, конечно, докладывает. Он сам прямо это рассказывает, докладывает. Ну и, конечно, для немцев это ценный кадр. Ценный кадр. Правда, потом выяснилось, министр внутренних дел ФРГ, бывший министр, ныне покойный министр внутренних дел Шойбле, сказал, что в 22 году, он сказал, что оказывается, чеченцы это не исламский международный терроризм был. Это борьба за свою свободу и независимость была. И мы ошибочно приняли, что это был исламский терроризм. То есть, вот эти фальшивые борцы с исламским терроризмом, они сдавали чеченцев, которые воюют против России, которые настроены против России. И зарабатывали себе очки. И таким вот образом они уже заслуженные люди здесь. Можно сказать, уже там, как на самолете видели, ставят звездочки, когда самолет собьют.
Вот 100 чеченцев сдал, 50 чеченцев сдал и так далее. А чеченец, он неграмотный, немецкий не знает, русский даже нормально некоторые не знают. И в этот момент тебе что-то предъявляют, и ты говоришь, вот у нас был случай, Микаил Мализаев. Он записал видео, я-то знаю, что он имел в виду, я чеченец, я его знаю, я понимаю, что он имел в виду. Он говорит, нам нужно объединяться в группы и дать отпор кадыровцам, он говорит. Но через слово он использует иншаллах, машаллах, потому что пропаганда идет это, и вот они, как, знаешь, заходят сюда и сразу ретрансляция идет вот этих слов, которые постоянно днем и ночью над чеченцами такой мега-эксперимент шел. И идет до сих пор. Сейчас мы как раз с ним боремся. И ему и на него написали, перевели люди добрые с чеченского на русский, на немецкий, и сказали, нужно собрать джамааты, типа религиозные группы, чтобы нападать. У немцев сразу глаза на лоб, нападать, что это на нашей территории, на кого нападать, вы что? Его раз за терроризм, короче, жену, детей, депорт, его тоже депорт, но тормознут, видимо, звездочка нужна была офицеру, да, его депорт, сейчас мы его оформим как террориста, там, туда-сюда. А потом выяснилось, что вообще видео я перевел заново, объяснил, что он не это имеет в виду в этом видео. Да, он использует слова иншаллах, там, да, мула, альхамдулилlah, но он не говорит никакой террор, теракт и так далее. Я же знаю этого человека. И удалось. С Берлина приехала полиция, там, ну не знаю, посадили это или нет, но большие проблемы, вплоть до отстранения были. Поэтому вот как-то делается это вот так, Дион. И вот эти люди завоевывают себе очки здесь. А мне, если что-то говорит, мне что-то не нравится, значит, они привыкли, что им вот эти все стукачи лебезят перед ними. И думают, что я должен лебезить перед ними. А я независимый человек, я свободный человек. Я ни перед кем лебезить не буду. Есть закон. Соблюдай. Я тебя ничего не прошу. Домой не пришел, ничего не прошу. Не хочешь соблюдать закон, напиши другой закон. Скажи, что этот другой, мы его не соблюдаем. Все, другие вопросы тогда. Вопросов нет. И вот таким вот образом они здесь закрепляются. Понимаете? Вот они вот таким вот образом закрепляются. Но 9 раз они сделают на чужом горе себе капитал. А на 10-й раз они уже используют, как в отношении Микаила Мализаева, используют свой ресурс для того, чтобы представить вот террорист. А если бы я туда не влез бы, Микаил Мализаев, он не разбирался, что происходит. Хотя он понял, что уже что-то нечисто здесь. Но вот получилось то, что получилось. Вот так они здесь закрепляются, делают. И здесь кажется, что местным полицейским кажется, что мы тоже должны перед ними как-то все ж кланяться должны. Я никому ничего не должен. Да? Никому кланяться я точно не должен. Я должен соблюдать закон этой страны. Я его соблюдаю. И все. Больше ничего никому, Дион. Как-то так, Дион. Ты сейчас несешь напраслину, говорит, на гамбургскую полицию и ФСБ России. Ну, ФСБ России это дерьмо собачье, я извиняюсь за такое выражение. Это фашистская, террористическая, людоедская организация. Поэтому в один ряд ставить с полицией Гамбурга неправильно будет с твоей стороны. Никому ты не нужен, говорит. Если захотят, то в любом сортире замочат. Не, если захотят, конечно, могут убить. Президента убивают. Но попробовать все-таки придется, потому что так просто мы тоже здесь не дадимся. Да? Но нужно понимать, что нужно не убить меня сейчас. Убить нужно им. Но нужно убить так, чтобы все, что я говорил, было неправдой. А как сделать так, чтобы я выставить, что я говорил ложь, что я был засланным, что я лицемерил и так далее. Связать меня с фашистской русней, с агентурой. И они придумали и гениальный план, на их взгляд. Близких родственников они начали использовать против меня. И вот про эту оборотня в гамбургской полиции, которая, я точно не знаю, есть она там или нет.
При помощи нее они пытаются меня представить связанным с российской агентурой здесь, в Германии, которую по какой-то причине немцы не выдворяют отсюда. Они, наверное, знаете, мне иногда кажется, немецкая гамбургская полиция хотела бы, чтобы меня застрелили, а потом поймать, как Красикова, когда в Берлине, помните, убили Зелимхана Хангашвили, потом быстро, оперативно поймали. Поймали, судили и так далее. Все пределы. Зелимхан Хангашвили замолчал, я замолчу, полиция Гамбурга получит себе медали, все нормально. Оборотни ФСБ, если они есть, а я больше склонен считать, все это таки они есть у немецкой полиции, они будут тоже пределать. Ну, все, короче, при своих, все победили. Меня не станет, и те киллеры, которые это расходный материал, его тоже ну, посидит, обвиняют, там, не обвиняют, там, смотря кого они будут там засылать. Как-то так, Дион, как-то так. Поэтому нужен я кому-то или не нужен, это уже нужно вашу фашистскую русню спросить. Зачем вы меня в террористы вписываете, экстремисты, иноагенты, мою организацию абсолютно мирным путем. Я только вот мое оружие, только этим оружием я занимаюсь. Мне мою организацию исключительно мирную, правозащитную ассоциацию объявили экстремистской, ну и так далее, и так далее. Вот для чего это делается, если я никому не нужен, Леон? Скажите, пожалуйста, зачем вам это? Так. Салам алейкум, алейкум салам. Так. Привет из Краснодара. Краснодар, приветствую. Друзья, я постоянно напоминаю, пожалуйста, не говорите, откуда вы, что, для вашей же безопасности. Зачем вам писать? Приятно, что Краснодар, приятно видеть, что смотрите, но ваша безопасность, она прежде всего, понимаете? Поэтому нужно не просто убить меня, нужно, во-первых, все эти видео убрать, то есть завладеть моими аппаратами, телефонами каким-то образом. Нужно дискредитировать меня, что я лгал там туда-сюда, представить здесь террористом меня, что пытаются сделать, да, постоянно они работают над этим, пытаются представить меня террористам. Ну и крохом собирают, там подкладывают там разные бумажонки, там, ну много чего я не знаю, я думаю. Ну, кое-что я знаю уже. Поэтому будем работать, Дион. Будем работать. Я долго молчал, долго пытался обойти, так сказать, острые углы, но вынужденно принял вызов. Хорошо? Хорошо, одним больше, одним меньше, да. Салам из Питера, Астам. Мы не боимся общения с тобой. И, ну, Вайк, это на вашу совесть, на вашу ответственность. Будьте осторожны. Ну, если вы, конечно, не полиция или не ФСБ, тогда вам бояться нечего. Да? Будем называть, где находимся. Волков боятся в лес не ходить. Не-не-не, Михаил, Файк, давай не будем провоцировать других, поступать опрометчиво. Вдруг ты сотрудник бандформирования российского какого-нибудь. Сидишь, да, мы не боимся. И таким образом ты провоцируешь. Не-не-не. За себя, окей, если ты рискуешь, твое право. А других не призывай к этому. Так. Мудрец, как с тобой связаться онлайн? А что ты хотел бы, мудрец, со мной связаться? Что бы ты хотел бы?
Ты можешь зайти в ТикТок, если что-то ты полезное хочешь сказать, я предоставлю тебе, подниму, так сказать, в ТикТок. Аслан Арцуев называется мой канал в ТикТок. Кстати, подписывайтесь. Если что-то с Ютубом случится, знаете, где меня найти. Так. Витаю, Алекс, витаю. Риск должен быть оправдан и разум. Конечно, конечно, Андрей, абсолютно так. Я об этом и говорю. Ни в коем случае. И вот Файк сам себя оскорбляет. Я уже как-то не очень. Мы торгаши, говорит, азербайджанцы. Да, азербайджанцы не только торговцы, они и воины, оказывается, очень мощные. Да, поэтому не будем... Пока ты немцам нужен, они тебя держат. Как только ты перестанешь быть нужным, они тебя сами экстремистом объявят. Алишер Хазраткулов. Алишер, а ты манкурт, скажи мне? Вот ты продался России, да? Вот ты уже душой и телом за русню, да? Смотри, во-первых, меня никто не держит. Я абсолютно свободный человек. Я сам добровольно сюда приехал, сам добровольно попросил помощи, политического убежища. Мне предоставили это убежище. И, то есть, я свободный человек, могу встать и уйти. Во-вторых, меня никто не заставляет, говорит, не вешать эти флаги меня никто не заставляет. Вообще, ты не поверишь, здесь реальная свобода. Здесь вообще тебе нет дела. Ты свободный человек. Понимаешь? Не нарушай закон и все. И ты делаешь, что хочешь. Хоть на ушах стой. Свобода слова здесь не на словах, а 100%. Я доказанный, вот, я подтверждаю. Опять же, и критикую Германию где-то кого-то, отдельных людей. И никаких вопросов. Поэтому, ну, чушь ты городишь. Чушь. Понимаешь? Самую настоящую чушь. Да, они могут, если я им не нравлюсь, а кому-то я, наверное, не нравлюсь, потому что здесь и пророссийские есть и мой характер, я тебе скажу, не самый такой сахарный. Потому что я ничей не агент, я свободный человек, я этим горжусь, понимаешь? Горжусь. И поэтому мне никто ничего не запрещает, понимаешь? Абсолютно. Даже гражданство дали, представь себе. Представь себе, вроде какой проблемный я, какой я плохой человек. Да. Вообще характер, ругаюсь, как что-то не по-моему, сразу ругаюсь. Нет, закон не нарушаешь, ну ладно, живи себе. Ну так я для Германии стараюсь, если честно. Я Германии не дам никому сделать ничего плохое. Если будет моя возможность, сила на это, я все силы применю, чтобы Германии ничего, ни одному гражданину Германии, ни интересам государства не навредил никто. Сделаю все, что от меня зависит. Чисто мой гражданский долг, чисто гражданское мое такое желание. И все. Так что все нормально. Все это благодаря ненависти к России. Я же только что тебе рассказываю. Тот, кто за Россию, они здесь на работу, в полицию устраиваются. Они там, с разведками там сотрудничают и так далее. А здесь ненависти вообще здесь нет такой проблемы. Да, кому-то может нравится то, что я говорю. Я разоблачаю фашистскую Россию, которая проводит теракты на территории Германии. Я разоблачаю, я много что делаю. Но это не из-за ненависти к России. Это закон такой, понимаешь? Даже российскую агентуру здесь терпят. И вот это у меня вызывает конкретные претензии к немецким властям. Но они говорят, закон, извините. Или какие-то для каких-то своих нужд спецслужбам нужны. А мне не нравится. Я говорю, почему вы всех не выкидываете отсюда? Они говорят, это уже не твое дело. Это мы сами разберемся.
А мне не нравится это, понимаешь? Поэтому нет, не из-за этого. Они бы наоборот хотели бы, я думаю, чтобы я молчал. Зачем им нужен головная боль какая-то? Я же не замолчу просто по велению там волшебной палочки. Валейк салам, ламаназ, машу. Как-то так, да. Это вы так придумываете, вот из России. Меня никто не заставлял. Я получил политическое убежище, когда сюда приехал. Я никаких стримов не вел, ничего, абсолютно. Пришел, попросил убежища, и мне дали. Были основания, дали. Свободный человек, который бежит за политическое убежище. Константин, ну давай хотя бы не позорься, писать научись на своем языке, хотя бы так, да. Ну я же бегу с фашистской России, правильно? И получаю в другой стране, в свободной стране, в цивилизованной, в демократической, в гуманистической. Понимаешь, стране я получаю. Так. Ой, Машбо. Сейчас. Так. Ну, так ты Россия свободный человек, который бежит за политическое убежище. Ну, тогда я тебя не понимаю, что значит, если ты в Германии, что ты имеешь в виду? То есть логика где в твоем комментарии? Что-то для меня это очень трудно понять. 38 лет здесь живу. Ага. Ну и хорошо, все, верю, верю. Ну и что? Я не понимаю. Свободный человек, так как там была не свобода, в Украине началась война, помочь украинцам, помочь своему народу. Тяжелейшая ситуация, 15-й год. Я выехал сюда и вот борюсь. Это так, да. У тебя нет этой логики. Да, я не умею, как ты, писать, и логики у меня такой, как у тебя, нет. Борецкий. Ну, можно так сказать. Вовин папа. Путина папа, что ли? Так, сделал. Борецкий. У нас, по-моему, второй случай уже такой случился в Германии. Короче говоря, Deutsche Welle на русском сообщает, заложники в банке на западе Германии освобождены. Нападавшие скрылись путем, который пока не установлен. По данным правоохранителей, спецназ обыскал здание банка, но никого из нападавших внутри уже не было. Двоих предполагаемых заложников нашли запертыми в хранилище. Они не пострадали. Пока неизвестно, похищены ли деньги. Полиция также пока не раскрывает информацию о подозреваемых. Известно, что в ходе операции с ними не был установлен прямой контакт. Следствие предполагает, что они покинули банк почти сразу после того, как заперли людей в сейфовой комнате. Захват отделения Volksbank в городе Зитцик произошел около 9 часов утра. Сработал автоматический сигнал тревоги. На место незамедлительно прибыли полиция и спецназ. Центр города был оцеплен. Жителям в зоне оцепления рекомендовали не покидать дома. Был задействован полицейский вертолет. Самое интересное, когда сегодня утром я читал эту новость и разговаривал со своим братом, я ему сказал, смотри, захват в Зинце. И он мне говорит, а знаешь, был у нас случай здесь, говорит, что тоже банк захватили, и тоже взяли заложников, все такое, и потом через туннель где-то там ушли, спаслись.
И буквально мое удивление, через несколько часов я читаю вот эту новость, которую сейчас вам зачитал, и тоже ушли. Я не понимаю, что это такое, как это так? Ушли второй раз по той же схеме, да? Невероятно, да? Невероятно. Ну и еще вам хорошая новость. Из-за возросшей угрозы шпионажа и диверсии со стороны фашистской России, власти Германии планируют значительно расширить полномочия немецких спецслужб, пишет Der Spiegel. Так, Федеральному ведомству по охране Конституции могут разрешить тайно проникать в персональные компьютеры и мобильные телефоны подозреваемых и проводить онлайн-обыски. Для поиска важных улик в больших массивах данных ведомству также могут разрешить использовать искусственный интеллект и программное обеспечение для распознавания лиц, указывает Der Spiegel. Более широкие полномочия должны получить и Федеральная разведывательная служба Германии БНД. Ну, конечно же, нужно им расширять. Но все-таки спецслужбы, их нужно держать в ежовых рукавицах. И чем больше мы отдаем свою свободу, а это благодаря вот этой фашистской России и ее политике, террористической, бандитской, которую она ведет, мы вынуждены расставаться со своими правами и передавать больше полномочий спецслужбам. С одной стороны, это нужно, необходимо, вот в этой ситуации мы оказались, с другой стороны, это опасно, потому что мы видели, что бывает, когда спецслужбы полностью получают власть. Как-то так, друзья. Я надеюсь, что все будет Ичкерия, так сказать. На этом я свой стрим закончу, друзья. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. И все вместе, россияне, особенно вы, слава Украине! Все будет Ичкерия. Ночих амдинду Ичкерию юлщу, хирию. Дармула. Аникёль Машо. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Завтра у нас будет стрим с Аядом Идиговым. Не пропустите, в 19:00 по брюссельскому времени. Аникёль Машо. Всего хорошего. До свидания.